Так, у нас сегодня в гостях художник, да, писатель и главный редактор сетевого издания «Культурная хроника». Все правильно, Шевкет? Все верно. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Здравствуйте, меня зовут Шевкет Кишвединов, я крымско-татарский художник и писатель. Родину на расстоянии любить гораздо легче, чем когда ты находишься здесь. Это я вам говорю как историк литературы. Мама, что мы делаем? Куда мы идем? Ватан, ватан, ватан. Отсутствует звено, которое бы связало старшее поколение и младшее поколение. У нас не вата в мошонках. Камон, пахать надо с утра и до ночи. И это родина, сынок. Я работал официантом на протяжении 10 лет. У меня вот что-то вот так вот схватило горло. Я тебя сотру в порошок. Вот. Пью кофе, я пью кофе, я ваш, я пью кофе. Ничего крымско-татарского там нет. Не могу любить родину с закрытыми глазами. Рамис Нетовкин, Зарема Тросинова, Али Мусеинов, Асан Бараш, Рамазан Усеинов. Надо двигаться дальше. Давай такую небольшую афишу сделаем из предстоящих мероприятий, потому что, насколько я знаю, ты уедешь потом в Москву, и опять мы будем тебя еще полгода ждать, не знаю, там, как по планам у тебя. Я возьму и приеду не через полгода, а через 2 недели, да? Мы тебя не ждали, а ты вернулся. Делай анонс мероприятий, что сейчас в ближайшее время будет происходить? В это воскресенье, 11 февраля в 12:00 в Симферополе Наджия Фими и ее команда организовывают мою лекцию, посвященную Эмилю Амиту. Лекция называется «Сломать механизм забвения». Почему такое название, почему такой герой, как сопоставляются эти два вопроса, это все узнают гости мероприятия буквально через несколько дней. А в следующий четверг, 15 февраля, в библиотеке Франко, это центральная библиотека Крыма в Симферополе, в 16:00 будет презентация выставочного проекта «Эмиль Амит. Возвращение в Крым через литературу». Для меня сейчас, так как буквально недавно вышла книга, посвященная Эмилю Амиту, это такое литературоведческое исследование, где используется и биографический метод для того, чтобы составить биографию писателя. Цельного видения этой биографии у нас еще нет, но предстоит сделать, и анализ его основных произведений в этой книге дан. Но хочется показать не только что есть, а то, что может быть. То есть на этой выставке будут представлены альтернативные обложки, будут представлены новые иллюстрации к его произведениям, новые портреты Эмиля Амита. Будут участвовать художники, которые принадлежат крымско-татарской культуре и не принадлежат крымско-татарской культуре, но заинтересованы творчеством Эмиля Амита и готовы показать публике свой взгляд на него. Мне кажется, это очень важно, когда есть такой проектный подход, когда есть книга, когда есть лекция, которые не пересекаются. Моя задача сделать так, чтобы лекция не была пересказом книги. И я надеюсь, что я справлюсь с этой задачей в это воскресенье. И важно показать, как продолжает жить творчество писателя спустя 20 лет после его смерти. Эмиля Амита не стало в 2002 году, то есть вот прошло 22 года. Крымский татарин, который пишет на русском языке, он является крымско-татарским писателем? Очень распространенный вопрос. Моя позиция относительно него сформировалась 3 года назад, когда я поступил в литературоведческую магистратуру, где обсуждали в том числе и эти вопросы в том числе. Конечно, может. Потому что национальная литература, которая формировалась в условиях тоталитарного советского государства, где главный язык был русский язык, нет ничего удивительного, что почти в каждой республике есть крупные писатели, которые принадлежат к одной материнской культуре, но писали при этом на русском языке. Самый главный пример — это, конечно, Чингис Айтматов, который сначала начал писать на русском языке, а потом перешел на свой родной язык. И мне кажется, нам нужно уже смириться с тем, что у нас есть пласт авторов, их не так мало, и, что самое важное, они по-настоящему талантливые. Возглавляет их Эмиль Амит, Эрвин Умеров, Нузет Умеров, Реза Халид, которые писали на русском языке, которые писали о крымских татарах, и это давало возможность
огромному Советскому Союзу узнавать про маленький народ и про его большую трагедию, которая случилась в 1944 году. Потому что так или иначе, берем мы рассказы «Черные поезда» или «Одиночество» Эрвина Умерова, повесть «Оленей родник» или «Бархатный сезон» Эмиля Амита, или роман «Прелюдия» Резы Халида. Это все про нас с вами. И давайте уже, наверное, вслух скажем, что не такая богатая у нас крымско-татарская литература, чтобы мы так отчаянно, Разбрасывались. смело разбрасывались теми авторами, теми писателями, которые у нас есть. Тем более профессиональных писателей, закончивших профессиональное литературное высшее учебное заведение, у нас 3 человека. Все остальные заканчивали педагогические университеты, кто-то заканчивал журналистские отделения Ташкентского университета, кто-то, в принципе, механик, техник и так далее. Конечно, можно сказать, что в XVIII и XIX веке Лев Толстой и Достоевский не учились ни в каких университетах. И при этом создавали вот такие произведения, которые сегодня считаются мировой классикой, не только одного народа или одного государства. Это мировая классика. Но я могу, в свою очередь, сказать, что времена меняются, и вот если вы, не дай бог, заболеваете, вы, наверное, предпочитаете идти к тому врачу, у которого есть образование, а не к тому, который по наитию знахарем себя чувствует. Правда? Когда вам надо ложиться под нож хирурга, я думаю, что вы предпочтете того хирурга, которого как минимум 5-7 лет учебы за плечами есть, а не того, который чувствует, что он это может, но, в общем-то, корочки и диплома соответствующего, подтверждающего его умения, у него нет. Поэтому, подводя черту под вашим вопросом, да, это крымско-татарский писатель, да, он писал на русском языке. Для тех, кого очень волнует, что национальная литература должна создаваться на национальном языке, вот такая, в защиту Эмиля Амита, хотя он не нуждается ни в чьей защите, первые его рассказы, короткие, маленькие, были написаны на крымско-татарском языке. Так что, ребята, признайте, читайте и успокойтесь. Этот вопрос мы уже преодолели. Как сегодня воспринимаются крымско-татарские писатели, которые пишут на русском языке, это уже другой вопрос. И современное литературоведение тоже нашло для них определение. Это называется транскультурная литература. Это когда отдельный автор стоит на пересечении разных культур и, рассказывая об одном этносе, использует неродной для себя язык. Это довольно распространенная история в Англии. Это довольно распространенная история в Индии, где жители Индии разных штатов, они иногда друг друга не понимают. И язык, который их объединяет, это английский язык. Ну, да. Такая история распространенная во Франции. Мы не одни такие. В Советском Союзе было очень много авторов, которые перешли на русский язык для того, чтобы быть по-настоящему прочитанным широкой публикой. Ты знаешь, мне кажется, что это связано с тем, что пока писатель не стал какой-то величиной, огромной глыбой, вот эта вот тернистость его признания, она вот в этом заключается, что кто, на каком языке, что как. А когда человек становится уже вне времени, он уже начинает, знаешь, идут спекуляции, это такой писатель. Вот как с Гоголем было, да, то есть все борются за его наследие. А сам он про это не говорил. Какой он писатель. Уже потом постфактум, когда все поняли, что насколько это была огромная глыба, и все говорят, нет, это русский, это украинский. То есть, Но его коллеги говорили «великий хохол». Ты ссылаешься на писателей, которые, уже никто не живой, да, то есть нету сейчас тех людей, про которых ты сейчас перечислил, их нет в живых. Крымско-татарских писателей? Ну да, мы же говорим про крымско-татарских писателей, и поэтому, знаешь, я вот наблюдаю и сделал такое наблюдение, что нам очень легко хвалить тех, кто уже не живой. Почему-то мы не чувствуем с ними какое-то соперничество. Вот понимаешь, да, о чем я говорю? Если мы говорим про такую пишущую среду нашу, она есть, хоть и небольшая, но она есть. Почему-то вот в этих кругах очень легко признавать талант, признавать величие тех, кто уже ушел. То есть как будто бы мы с ними не соперничаем. А если говорить, допустим, про сегодняшнюю действительность, да, кого ты можешь выделить из наших писателей, которые пишут и на русском, и на крымско-татарском, может быть, на другом каком-то языке, которые действительно достойны какого-то звания, какой-то величины или достойны внимания хотя бы даже?
Ну, во-первых, я не соглашусь по поводу того, что после смерти мы начинаем хвалить. А, Довольно распространенная история, по крайней мере, с теми писателями, кого изучаю я, которых не хвалят. И после выхода книги уже звучат мысли, почему вы пишете о нем. Пишу о нем, потому что вас забыл спросить, о ком мне писать, о ком не писать. Ну, это классика. А во-вторых, потому что считаю нужным о них говорить. Потому что когда у меня такой довольно строгий взгляд на крымско-татарскую литературу, то, что я читал, мне она казалась довольно бесконфликтной. И если там и были какие-то конфликты, то они четко вписывались вот в этот вот соцреалистический канон. Знаете, когда ты читаешь рассказ, где героиня только что потеряла отца, а ее любимый мужчина говорит ей, зато он был хорошим солдатом, он защищал родину. Ну, то есть это настолько все искусственно, настолько все нечеловечно. Потому что это искусственно? Конечно, потому что когда умирают люди, про них говорят, ну, мне кажется, я не встречал, что в первую очередь говорили, какой он был хороший солдат. Мне кажется, что вспоминаются какие-то более человеческие черты. Но если общество военизировано, то именно солдат вспоминают. Может быть, может быть. Тогда вы могли бы так взять этот рассказ, о котором я говорю, и представить свою точку зрения на него. Мне это все отдает таким спущенной сверху установкой. Вот литература должна двигаться в этом направлении, и она должна писать вот об этом. То есть рамки определенные. Да. То, что вот соцреализм. И он довольно оказался живучим. Проходит какое-то время, в 91 году развалился Советский Союз, а вот этот вот соцреализм, он продолжал жить в произведениях многих писателей. Кстати, Мелямид, у него была статья «Полуправда, тоже ложь». Она вышла в журнале «Звезда Востока», где он наконец-таки в открытую уже говорил, ребята, меняются взгляды на историю, меняются взгляды на происходящее, и нам нужно научиться говорить не то, что нам кажется безопасным, то, от чего мы не получим по шее, написав, но то, что действительно отражает правду жизни. Насколько к нему прислушались, я не знаю. Может быть, некоторые ужаленные писатели, которые по сегодняшний день еще здравствуют, поэтому так откликаются на то, что сегодня я пишу о нем и про его круг, и поэтому я не так с вами и согласен, когда вы сказали, что после смерти начинают хвалить. Но действительно, если вот смотреть, может быть, не только на литературную среду, а на художественную, и вообще на мир искусства, на мир культуры, нам нужно какое-то расстояние для того, чтобы понять. И часто это расстояние нам дает смерть, уход человека. Это, не знаю, черта ли нашего народа или в принципе так. Наверное, в принципе. Я бы не сказал, что это только крымским татарам свойственно. А если говорить про современную литературу, в прошлом году по приглашению Республиканской крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского я организовывал литературные чтения. Есть у меня такой проект, он проходит в разных городах. Звучат стихи, звучат рассказы, короткая проза на разных языках, из разных стран. Люди иногда онлайн подключаются. И мне очень хотелось, чтобы о себе заявили крымские авторы. Крымские, крымско-татарские авторы. И было очень сложно найти участников. С одной стороны, конечно, общая политическая обстановка. Это влияет на очень многих людей, особенно на творческих, потому что люди хотят отойти в тень на какое-то время для того, чтобы, может быть, переждать, может быть, для того, чтобы лишний раз не нарываться. Берем это слово в кавычки, да. Но тем не менее это так. И говорить, что сегодня прям развивается литература, я не могу. Недавно журнал «Йылдыз» отмечал круглую дату в той же библиотеке имени Исмаила Гаспринского, и главный редактор этого журнала
в интервью, в беседе с одним из интернет-порталов в Крыму сказал, что у нас очень много молодых писателей. Ну, меня тоже всегда удивляет эта вот фраза. И вот эта фраза, она меня поразила, потому что очень много, ну, во-первых, очень это всегда преувеличение, но даже если просто сказать, что у нас много молодых писателей, то ли эти молодые писатели владеют этим талантом прятаться, исчезать, то ли главный редактор единственного литературного журнала крымских татар не совсем отдает себе отчет, о чем он говорит. Потому что много нет, есть единицы. В основном это поэзия. Наверное, потому что поэзия, стихи, это что-то такое, как снисходит. Вот многие поэты говорят, мы идем по улице, и вот озарение пришло. Прозаики не могут сказать, что вот мы шли по улице, ну, может быть, какое-то слово тебя зацепило, ходы-то всё равно какой-то находятся. сюжет. Ходы-то все равно находятся, решения, ключевые моменты. Да, но только Так проза же требует приходит. гораздо больше работы, чем Ну, конечно. стихотворение. Ну, Нужно иметь железную, извините, жопу для того, чтобы работать над прозой, чтобы писать не только там короткие рассказы, которые, да, у нас встречаются, а не говоря уже там про повести, про романы, про большую форму, которая практически сегодня не встречается. Потому что это та же сфера, которая про профессиональных хирургов. Этому нужно учиться. Нужно учиться у современников, у классиков и у людей, которые зарабатывают тем, что они преподают литературное мастерство. Не просто так собрались вместе за столом, чашечку кофе каждый перед собой поставил и давайте писать. Это не так. Должны быть основы, композиция. Вот если у нас есть художественное училище имени Самокиша, где учат основам композиции, основам цветоведения, что такое ритм, что такое стиль, история, в том числе искусств, история культуры, то сказать, что в Крыму, то, что в Симферополе, в Крыму есть хотя бы какое-то литературное училище, мы не можем. Поэтому говорить о том, что литература блещет, что литература бьет фонтаном, у меня не поворачивается язык. когда мы говорим профессия, мы имеем в виду профессионал, то есть человек, который зарабатывает этим деньги. Да. Вот когда ты говоришь, я писатель про себя, я думаю так, ну, значит, ты этим деньги зарабатываешь. И я думаю, что это справедливо, то есть это твоя профессия, да? Ты в этом профи. Тут немножко такая подмена понятий. Литератор обычно зарабатывает своей писаниной. Почему? Потому что литератор это и критик, это и литературовед, Ну, давай и сейчас про книги. прозаик. Давай сейчас про книги поговорим. Вот кто зарабатывает на издательстве книг? Пишет свои рассказы, они тиражируются, они выходят, он на этом Практически зарабатывает. нет. В толстых журналах не платят гонораров за рассказы, платят за критику, за рецензии. В толстых журналах, таких как «Знамя», «Звезда», которая столетие отпраздновала в этом году, вот весь год будет Они отмечать. еще издаются? Конечно. То есть это работает Конечно, вся это индустрия. рабочие журналы, в которых публиковаться очень почетно, потому что это живая история литературы. А через 30 лет по ним будут смотреть, кого издавали, о ком говорили и кто остался в истории. Вот сравнивая, да, прошлое и настоящее. Это я вам говорю как историк литературы. Занимаясь творчеством Эмиля Амита, я все время искал, где же он публиковался, кто о нем писал, для того, чтобы дом не строится с нуля. Фундамент нужен, да, яма да, нужна, и да, то же да, я самое понимаю. исследование. Нужны какие-то вот зарубы. И, конечно, такие литературные журналы, как «Урал», «Новый мир», «Знамя», еще раз повторюсь, «Звезда», ну, «Сибирские огни» можно назвать, тоже довольно популярный журнал, в котором публиковалась, ну, например, Гузель Яхина со своим романом «Зулейха открывает нашумевшем, да, романе «Зулейха открывает глаза». Никто не хотел публиковать, а вот «Сибирские огни», например, опубликовали. И, конечно... Целиком или часть? Я не знаю. Я думаю, что это был какой-то фрагмент, потому что скорее всего. 400 с лишним страниц опубликовать в журнале. Может быть, они разбили как-то на несколько Скорее всего, номеров. фрагмент какой-то. Дело в том, что вот так не платят. Но если ты создаешь о себе определенную репутацию,
у тебя есть какие-то свои круги, тебя могут приглашать, давать мастер-классы, тебя могут приглашать вести какие-то литературные курсы, ты можешь писать ту же критику, за это вот платят. Поэтому сказать, что писатель, а особенно в Крыму, что кто-то за это будет платить, ну, не знаю, я такого не встречал. Ну, хорошо, но получается, что сейчас, сегодня, ты не знаешь примеров людей, которые зарабатывают деньги на том, что В издают Крыму? книги. Да, в Крыму. В Крыму не знаю. И на этом живут. За пределами Крыма знаю. То есть кто на Ну, этом это прям очень живет. крутые писатели. То есть единицы. Конечно. Опять же, везде единицы получается. Конечно. Ну, как бы очень хорошо живут, может быть, человек 10-15. Ну, то есть это свой дом, там, да, какой-то. Это Вот ты свой имеешь в дом виду. и свой доход. То есть им не нужно заниматься какой-то еще Да, профессией это и важно. быть при этом писателем. То есть Да. они занимаются творчеством, чистым творчеством. А если у них есть выход еще в кино, то есть экранизируются их вещи или они пишут сценарий, то вот это прям хорошо можно жить. Но опять же, повторюсь, таких очень мало. Многие совмещают, но опять же, педагогика и литература, ну, наверное, они всю жизнь рядом идут, потому что, ну, Пушкин не преподавал, конечно, там Толстой не Ну, это преподавал, другое. Не, но нет. это другие вещи, У них да. холопы были, у них другое немножко было. Это богатые люди были. Да, ну Пушкин, наверное, не самый Тоже богатый богатый, был. но Богатый. в долгах, как в шелках. Тем не менее, у них не было педагогической деятельности. А вот уже если говорить о советской линии развития литературы, там, конечно, да, многие преподавали в университете литературном, совмещая, кто-то преподавал журналистику, тоже Ну, находил для смежное, себя что-то какие-то... смежное. Да. А вот так вот, чтобы в чистом виде, наверное, тут вот это нас объединяет со всеми. В Крыму такого нет. И за пределами Крыма очень мало кто может похвастаться, что живут чисто на А почему, как ты творческие думаешь, труды. почему не получается написать такую книгу, которая бы расходилась с статичными тиражами и дала бы призвание, Но у ну, то Гузель есть Яхиной признание? получилось. У Дины Рубиной Как ты думаешь, получается. почему у нее получилось? Ты читал ее книгу? Конечно, я все 3 книги ее читал. И как? Что ты можешь отметить? Почему этот успех ее настиг? В чем секрет этого успеха? Во-первых, общее направление литературы. Вот это был тот период, когда снова обратились к теме репрессированных То есть народов. тренд определенный. Можно сказать, что тренд, может, что она попала в этот тренд, а можно сказать, что она создала этот тренд. Ну, то есть повестка, да, актуальная повестка. Любой писатель, вообще любой деятель искусства должен нюхать, унюхивать вот это вот, Ну, куда правильно, да. Ты же дует отображаешь ветер. время, по сути. Да, и попасть. Кому-то везет, кому-то нет, кто-то откликается, кто-то нет. Потом, в общем-то, это же довольно сценично написано, сценарно написано. То есть человеку не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять историю. То есть простой язык повествования. так Довольно сказать. простой, да. То есть актуальность, простота изложения, да, легко читается. Увлекательность, несмотря на то, что это такая большая трагедия, что в Зулихе открывает глаза, что в «Дети мои», в роман «Дети мои» про немцев сосланных, и вот этот роман мне гораздо больше понравился, чем Зулиха открывает глаза. И если брать ее 3-й роман «Эшелон» на Самарканд про детей, которых спасали, вывозя в Самарканд. Да. Очень страшная история, но опять же, мне кажется, какой у нас пункт этот успеха? 4-й будет? Ну, 3-й. 3-й. А все-таки Гузель Яхина сглаживает острые углы. Ну, слушай, она в контексте, она в повестке. Она понимает, что допишешь дальше, этот может быть какие-то Напишешь последствия. правду в открытом Ну, слушай, виде. правда она относительно. Для кого какая? Для всех разная Ну правда. да, вот я помню, когда я читал этот «Зулиха открывает глаза», передо мной вот до сих пор, вот сейчас вот обсуждаем, я помню эту сцену, где мать защищает своего сына от волков, где она с ружьем начинает их отстреливать. Это, конечно, гимн материнству. Вот это то, что показывает талант автора, писателя. Это с одной стороны. А с другой стороны, я помню, когда везли в поезде этих несчастных людей, и там про девочку рассказывается, которая так хотела пить, что начала пить свою мочу. И это вот самое страшное, что смогла показать
Гузель Яхина в этом своем романе. А я же понимаю, зная историю нашего народа, что это далеко не самое страшное, Ну, что может, могло она просто не произойти. знает больше, Шукет. Она могла просто Нет, больше не знать. я думаю, что, судя по тем слухам, которые ходят в литературном мире и вокруг той редакции, где публикуется Гузель Яхина, что-то дали написать, а что-то нет. Ну, понятно. Это все Я понятно. думаю, что она очень грамотный человек. По крайней мере, когда я был на встречах с ней, слушая ее, я понимаю, что это знающий человек, образованный человек, интересный собеседник. И я думаю, что она, конечно, знала. Тем более, судя по тому, что она сама говорит, это история ее бабушки. Ну, в первую очередь в этом плане писатель выступает как историк, потому что много данных собирается. Когда пишется о чем-то, ты в любом случае собираешь информацию, как-то ее Это только структурируешь. материал. Материал. Это только материал. Он не может выступать как историк, он не может делать ссылки. Это я прочитал вот в Нет, этом нет, нет, архиве, ни в это коем вот в случае. этом. Но Он должен а, переработать это художественно. информационная база все равно увеличивается. То есть ты читаешь это, свидетельства, какие-то точки. То есть ты выстраиваешь себя в Но голове. когда ты пишешь исторический роман, без этого нельзя. Ну, я думаю, что если она пишет про вагоны товарные, это уже тоже история. Ну, которая там- конечно, это все три ее романа, они, Да. в общем-то, вписываются в это определение исторический роман. Просто некоторые вещи, когда ты имеешь к этому тоже отношение, вызывают у тебя либо сопротивление, либо согласие. Вот большая часть ее романов во мне вызывает сопротивление. От Я, недосказанности. да, вот эта недосказанность, она мне не нравится. Ну хорошо, вот смотри, вот мы с тобой разобрали, да, При этом Гузель Яхина, конечно, все равно, на мое мнение, она Не, имеет на это ну, 100%. слушай, мы же не для этого об этом Ну да. говорим. Вот, допустим, смотри, мы с тобой определили там какие-то пункты, да, Мгм. условный секрет Мгм. успеха. Нет, мы с вами только условно, это то, что касается литературной части. А есть еще, может быть, даже, ну, как обычно, в соревнованиях бывает первое место, второе, третье, Да. есть гран-при. А гран-при – это издательство и пиар-компания. То Нужно есть попасть правильно, в те руки, то есть нужно правильно преподнести, да, вот эту историю. конечно. Конечно. А как вот смотри, вот допустим, она неизвестный автор, ты говоришь, ее никто не хотел брать писать, никто не хотел брать печатать, то есть по сути она сталкивается с тем, с чем сталкивается большинство писателей. И как так получилось? Это тоже факт Во-первых, везения. нашла литературного агента. Через литературного агента, я думаю, что через него был выход на Людмилу Улицкую. И была рекомендация Людмилы Улицкой. То есть она обратила внимание на это все. Да, да. На обороте книги есть блерб, да, такой короткий отзыв от Людмилы Улицкой. Это большой-большой показатель и плюс роману. Когда, ну, наверное, современный классик Людмила Улицкая о тебе говорит, что этот роман нужно прочитать, поэтому этот роман сегодня тиражом, ну, я не знаю, там уже за 100 000 точно перевалило, там уже не знаю, какое переиздание идет. То есть людям как будто бы важно авторитетное мнение, да, что было? Ну, в этом плане? конечно. Вы же идете, когда к врачу, вы же идете не к любому попавшемуся, вы, наверное, пытаетесь собрать какую-то информацию. А кто-нибудь не может подсказать, кто что собой представляет вот из этих людей в белых халатах? И вам говорят, к этому лучше не идти, а вот к этому да. Ну, естественно, то же самое здесь и в литературе. Ну, потому что это только кажется, что ты можешь быть, прочитав 3,5 книги, что ты разбираешься в литературе, посмотрев 2,5 картины и 1,5 выставки, что ты разбираешься в искусствоведении и в искусстве. А на самом деле этому всему нужно учиться. Учиться долго, много и, как бы страшно это ни звучало, по-моему, всю жизнь. Потому что все настолько меняется в этих сферах. Это такая живая подвижная река, субстанция, что то, что ты изучал 10 лет назад, у меня первое образование, я дизайнер. Со своим образованием, которое я получил в 2012 году, сегодня я не могу претендовать, я практически не занимаюсь дизайном, я не могу претендовать вообще на то, чтобы называться дизайнером. Потому что эта сфера ушла так далеко от меня, что мне остается просто вот так вот смотреть и горькими слезами обливаться, потому что я понятно. отстал. И то же самое в литературе и в искусстве. То
есть получается, что помимо того, что у тебя есть очень хорошая книга, да, то есть действительно хорошая книга, очень важно найти правильную пиар-компанию этой книги. Иногда, может быть, и книга не очень хорошая. Просто об этом все говорят, да. Раз все говорят, значит плохой не может быть. Может быть, люди это понимают, но все равно как-то обсуждают. Вот сейчас такая большая развернулась кампания вокруг новой экранизации романа «Мастер и Маргарита» Да. Ты Михаила смотрел? Булгакова. Нет, я не смотрел, у меня нет на это времени, к сожалению. Хотя надо, наверное, чтобы составить свою точку зрения Ну, на надо это все глянуть, да, дело. надо глянуть. Но гигантское количество людей, просто гигантское, у меня такое ощущение, как будто вот все, кто у меня есть в окружении, уже посмотрели и посчитали своим долгом написать в разных социальных сетях о том, что они думают насчет этой экранизации. И полярные мнения. И, конечно, когда говорят об этом так много, ты сидишь и думаешь, нет, тебе придется найти Ну да, время для того, чтобы составить свою точку зрения. То есть товар может быть не обязательно идеальным, прекрасным, высокохудожественным. Ну, Но компания, безразличия не которая должно быть. создали к нему, вокруг этого товара, ему, безусловно, идет на пользу. И получается, что переворачивая всю эту штуку, что мы с тобой сказали, получается, мы в итоге из-за того, что мы не умеем продвигать свои книги, мы не умеем дружить с нужными, с кем-то нужными людьми, у нас нет этой индустрии, или у нас просто продукт не дотягивает по качеству? Вообще вот эта вот красота этого текста, она соответствует классикам? Вот сейчас ты же в этом поле разбираешься. Какого текста? Ну вот открываешь книгу, начинаешь читать. Эмиля Амита, да. То есть это уровневая вещь. Да, да. Если мы говорим про роман «Последний шанс», если мы говорим про повесть «Оленей родник», про повесть «Я расстрелял предателя», хорошая бы редактура не помешала, конечно, последние его вещи, которые мы сегодня знаем. Может быть, есть еще какие-то в архиве, в фонде каком-то, повести «Бархатный сезон». Но уже даже в том виде, какая она есть, это очень интересная штука. Очень необычная для крымско-татарской литературы, разноплановая, разнохарактерная. Главная героиня женщина, и не крымская татарка, а москвичка Клара. И история такая, бархатный сезон, встречаются две противоположности. Крымский татарин Асан, который вернулся из Узбекистана в Крым в надежде, что он сможет здесь построить свой дом, и она. И даже вот в тех вариантах, я имею в виду какие-то стилистические, может быть, вещи бы, если бы доработать, безусловно, это очень интересная литература. Но если вот проводить после Эмиля Амита, чтобы появилась индустрия, так люблю это слово, потому что оно так часто отсутствует вообще в контексте вот как работа. Да, это понятно, Мы это просто большое это слово. обсуждаем, да. Должны быть не только писатели и редакторы, должны быть еще читатели. Понимаете? Самое интересное. Да, мы можем сколько угодно биться лбом об стенку, хотя я могу сказать, что вот когда была презентация моей книги про Эмиля Амита в библиотеке Гаспринского, там было немало людей, полный зал. И ко мне после встречи подошли библиотекари и сказали, у нас впервые, чтобы книги писателя, которого мы обсуждаем, выстроилась очередь, у нас не осталось ни одной книги Эмиля Амита. Купили? Не купили, имеется в виду, взяли прочитать. Почитать. Да, Эмиля Амита очень давно не переиздавали. Его нужно А переиздать. у кого права на его? Есть у кого? Я думаю, что, я так гадаю, либо между издательством «Советский писатель», где он публиковался, либо у его семьи. Ну, родственники же какие-то есть? Жена есть, дети есть, конечно. И этот вопрос нужно обсуждать отдельно. Поэтому все те книги, которые есть у нас сегодня, это то, что издавало издательство Гафура Гуляма в Узбекистане, это то, что издавал советский писатель. И вот эти все книги были разобраны. Понимаете? То есть все-таки, если правильно говоришь, наверное, это заинтересовывает. Но мне кажется, что это больше исключение. Потому что мой любимый вопрос, с кем бы я ни встречался, какую книгу вы читаете сегодня? Да. И что тебе отвечают? Что значит сегодня?
отвечают обычно мне. Я в прошлом году, может быть, какую-то книгу открывал и закрывал. И поэтому я ничего толком и не читаю. Но люди еще могут соврать, что они что-то читают. Ну, могут, и я же могу тогда задать вопрос, а что вы думаете на этот счет, а что вы А. думаете на тот счет? Понимаете, здесь Ну, то дело есть не в что, этом, люди а не читают сейчас? практически нет. Так, а смысл тогда этой профессии, Ну если вот люди об не этом читают? и идет речь. Почему нет индустрии? Потому что индустрия это не только на писателях, не только на издателях. Это еще и читатель. Вот на GFMI, про который мы сегодня вспоминали, несколько лет назад смогла организовать такую громкую кампанию книги «Страна Крым». Да, А, помнится. вот смогла же это Ну, организовать? Алекса Гайворонский. Да, Алекса Гайворонский. Что-то покупалось, что-то обсуждалось. Возможно, если вот нам прикладывать не 100 усилий, а 300 усилий, вот тогда что-то изменится. Но мы мало того, что должны это все делать за свой счет, мы должны искать какую-то дополнительную возможность заработать. Мы же еще должны справляться с тем, что поддержки коллег Мгм. по цеху мы практически не встречаем. А кого ты имеешь в виду по цеху коллеги? Кто это? Ну, у нас есть писатели старшего эшелона, Мгм. есть писатели среднего эшелона, и есть, я не могу сказать, я какой эшелон. Мне 33 года, я между этими эшелонами, наверное, Опасный возраст. очень. А есть еще те, кто на 10 лет меня уже младше, и тоже что-то пишут, и тоже на что-то претендуют. Знаете, я ехал к вам и рассуждал про один анекдот Юрия Никулина. Приезжает мужчина и начинает перед большим жилым домом копать яму. Он копает одну яму, копает вторую яму, третью. Через какое-то время приходит другой мужчина и начинает по очереди закапывать эти ямы. Мгм. Жители этого многоэтажного дома смотрели, не выдержали, подошли и спросили. Вот один закапывает, один раскапывает, второй закапывает. Что происходит? Да. И этот второй говорит, вы знаете, на самом деле я не второй, я третий. Второй должен был прийти сегодня с деревьями, но почему-то не пришел. С одной стороны, можно сказать, что это Ужас, как какой-то бы страшный. олицетворение истории, когда работа делается для галочки. Да? Я должен раскопать, а я должен закопать. Мое дело маленькое. Да. Копать ямы. Это с одной стороны. А с другой стороны, я это воспринимаю как не просто человек, который не пришел саженцы высаживать, а вот в нашем случае, вот в контексте нашей беседы, отсутствует звено, которое бы связало старшее поколение и младшее поколение. Ну, по-моему, во многих сферах у нас проблемы вот с этими звеньями. У меня много недостатков, но то Так сразу не достоинство, скажешь. которое у меня есть, я не лезу во все сферы. Ну да. Я не профессионал в очень многих вещах, и я никогда не учу никого, как надо готовить, как надо водить машину, как надо лечить и так далее, и так далее. Я разбираюсь. Я считаю, что я разбираюсь, и те несколько дипломов, которые у меня есть, это подтверждают, мне так кажется. В литературе Ну, веса и добавляют, в по крайней искусстве. мере. Да, на 10 грамм, наверное, если взвесить меня вместе с этими дипломами. Вот в этих сферах я готов рассуждать и думать. А говорить про многие это какие? Это про музыку, это про композиторов, это про кино, это про театр. Я туда не лезу. Там есть кому разбираться. Ребята, с удовольствием буду наблюдать за процессом со стороны. Ну, это правильно, мудрая позиция, потому что все-таки какую-то экспертность надо иметь, чтобы о чем-то говорить, да? А вот ты сказал про издание, да? Это такой интересный момент, потому что я точно знаю, что это стоит недешево. И вообще вся эта работа, просто написание текста, это титанический труд. Вот кто этим не Писатели занимался, святые люди, да. кто этим не занимался, они даже представления не имеют, что такое создать абзац текста, которого никогда до этого не было. То есть придумать его. Я эту работу не учитываю. Потом идут корректоры, всякие редакторы, получение разрешений, печать непосредственно. Все это какая-то огромная сумма. Как у тебя получилось издать
книги? То есть у тебя сейчас 3 книги, и у тебя больше книг? У меня 4 книги. 4 книги. Да. Первые 3 я издал за свой счет. Так, а какую ты издал не за свой счет? Про Эмиля Амита. То есть у тебя был спонсор? Ибрагим Чегертма, издатель. У него есть серия «Литературный портрет». Он узнал о том, что я занимаюсь Эмилем Амитом, и моя выпускная квалификационная работа была посвящена его жизни и его творчеству. Мне предложили переделать эту выпускную квалификационную работу, утихомирив немножко научную интонацию. А я, в общем-то, на тот момент был уже готов, потому что я знал, что так или иначе я книгу про Эмиля Амита выпущу. То есть изначально у тебя был посыл написать про Эмиля Амита, Да. и это совпало с чем-то, Это совпало желанием помочь. с подготовкой именно выпускной квалификационной работы. Когда я пришел, это было, знаете, постковидное время, был очень простойный год. То есть вот я ничего вроде как будто бы не делал, и мне казалось, что что-то, вот почва из-под ног уходит, и я решил, что мне нужно поступить в еще один университет. И я поступил. А потом после этого дела, когда куратор нашей программы спросила, чему будет посвящена ваша научная работа, я собирался назвать совершенно другое имя. И вот так получилось, что у меня было четко, я очень хорошо помню эти обстоятельства. Мы стояли на улице, была зима, и в тот момент, когда я должен был назвать другое имя, у меня вот что-то вот так вот схватило горло. И у меня мелькнула мысль, внутренний голос сказал: остановись, у нас есть другой вариант, у нас есть Эмиль Амит. На тот момент я его уже читал. Читал и выделял на фоне остальных крымско-татарских писателей. И за 3 года подготовки я знал, что это будет выпускная квалификационная работа, то есть научная работа. Но я знал, что на основе этой работы я подготовлю научно-популярное издание, которое будет интересно простому читателю, не посвященному в литературоведческие перипетии. И я это готовил. Но вот так сложилось, видимо, это должно было быть. Там кто-то решил, что это будет. И когда я был готов уже публиковать все за свой счет, появился Ибрагим Бей. И это, наверное, первая моя книга, которую все расходы по изданию которую взял на себя издатель. Предыдущие я публиковал за свой счет. Для того, чтобы их опубликовать, я долго и очень тяжело работал, отказывая себе во всем. А что ты делал? Я работал официантом на протяжении 10 лет. Вот в этой сфере я тоже очень хорошо разбираюсь. Разбираешь? Так ты и в людях, получается, разбираешься. Ну, люди говорят, что да. Видишь, я не зря хорошего выходил. Да. Как чувствовал. Так, ну хорошо, получается, тогда скажи мне вот про свою мотивацию. Вот когда человек думает о том, чтобы издать книгу, здесь же на весах что есть? Ты хочешь о себе заявить как о писателе, ты хочешь, чтобы тебя заметили, узнали, или ты хочешь что? Вот какая цель была изначально издать уже какой-то переплет, какую-то законченную штуку? За всех я говорить не могу, За могу себя, говорить только конечно. за себя. Когда у меня был готов мой первый роман, он называется «Любовь, ненависть, деньги». Это детективная история на основе семейной саги, там переплетение нескольких временных пластов, никак не связано с Крымом и крымскими татарами, никак. Казалось бы, да? Казалось бы. У меня тогда и мысли не было, что мне нужно как-то было бы связать это с крымскими татарами, что если ты крымский татарин, ты должен писать только про крымских Ну, татар. Алекс это там, это оттуда Алекс. Алекс, да. Алекс Паул это как Казалось- раз-таки казалось оттуда. бы, да? Да. Тогда мне очень хотелось, была потребность самому себе доказать, что я могу сконструировать убедительную историю с началом, серединой, концом и с обязательной кульминацией. И с финалом таким, о котором никакой читатель и не помышлял, открывая Ну, эту твист так книгу. называемый, да? Возможно, да. Неожиданный поворот. Нисколько неожиданный поворот, все-таки это же детективная история. Там не как у Генри, да, истории начинаются так, а заканчиваются так. А именно, чтобы это было убедительно в плане, как это все шло, как выстраивалось повествование. И я заметил, что у меня эта история, я очень долго писал, начиная с 8 класса, а опубликовал в 2013
2013 году. Начал в 8 классе, а тебе было сколько лет тогда? 14. 13, наверное, я в 6 лет пошел в школу. И закончил, сколько тебе было лет? 21. И что это за... Как ты это оцениваешь? Это же разные времена, разные... Ну, для этого есть редактура. То есть ты все время возвращался Конечно, и... конечно. Я писатель, который обожает редактировать. Знаете, такая есть мясорубка ручная, металлическая. Есть. Я не знаю, вот у нас в Черчаке стоял, мы все время крутили помидоры через нее. И когда вот эти вот кожурка, знаете, такая уже и сил нет, уже это, и вот этот скрип, вот этот сумасшедший такой. И вот уже вот все, да, ходуном стол ходит. Вот это моя кухня писательская. Я перекручиваю, редактирую, пока внутри кто-то не скажет «Шевкет стопе». Процесс Ну, это сделанный. перфекционист или что? Нет. Или просто нет. с текстом любишь работать? Это не перфекционизм. Если я был перфекционист, я думаю, что я бы ни черта бы не сделал к 33 своим годам, потому что, ну, нет. Я за то, что если можешь сделать хорошо, вот сделай хорошо. А вот это вот лучше, еще лучше. Я помню моих однокурсников, которые каждый раз говорили, давайте еще чуть-чуть лучше, давайте еще чуть-чуть лучше. Ну вот они до сих пор делают. Да, я понимаю. Здесь немножко уже другое расстояние отношения к этому ко всему. И что я хочу сказать, отвечая на ваш вопрос. Эта история хотела быть опубликованной. Не то, чтобы я о себе так хотел заявить. Мне нужно было бы, чтобы эта история была на бумаге. В 2013 году, и сейчас с тиражами беда, а в 2013 году еще большая беда была. Когда я нашел издательство, у меня были корректоры, у меня были редакторы, то есть у меня То есть ты всё- сразу правильно подошел. Ну, да, у меня все было по-взрослому изначально. Я сказал, я хочу, чтобы тираж был 500 экземпляров. Это очень много для Крыма 2013. Сегодня много, а тогда это было еще больше. И я, тем не менее, это сделал, и практически весь этот тираж, он продан. И Прям продан. да, я не раздаривал эту книгу, я не уговаривал в библиотеке, возьмите, пожалуйста. Я продавал эту книгу. И понятно, что это было сделано не за год, не за два. Очень мне помогла моя работа в кафе на южном берегу Крыма. Я работал в Капсихоре. Кафе называлось «Ханский дворик», и это было, наверное, единственное такое кафе. Ты по названию выбрал, наверное, кафе? Нет, куда меня пригласили, туда и пошел. Это было такое место, куда люди хотели возвращаться. А я был как бы... Наоборот, уехать хотел. Нет, это и для меня место силы было очень серьезно. Я очень признателен и этим людям, и этому месту, и Капсихору, и этому морю, которое меня много раз излечило от многих всяких вещей. Я имею в виду, когда тебе кажется, что все, закончилась вся мотивация, и надо уже заканчивать заниматься этой ерундой и идти уже на рынок торговать. И это ты еще не женат, обрати внимание. Да, представляешь, что будет дальше. Кстати, Там вот море когда уже мы не помогает. вернулись с мамой... Океан нужен. Да, там будет океан. Когда мы вернулись с мамой и с ее старшей сестрой сюда, в Крым, больше 10 лет мы стояли на рынке, на базаре. Эту сферу я тоже хорошо знаю. Да, это понятно. Вот. Понятное дело. И проходя через это, ты находишь какие-то для себя темы, которые обязательно отразятся в твоем творчестве. И, видимо, ты находишь какие-то такие испытания, которые тебя не убивают, а делают сильнее. И это вот та мотивация, которая тебя заставляет двигаться дальше, несмотря ни на что. А вот смотри, я так понимаю, мама у тебя серьезный человек в плане и образования. Мама и... у меня контролер цветных металлов. Да, то есть, по сути, инженер. Ну, наверное. Инженерное образование. Ну, химия – это серьезная история. И вот прошла она рынок, да, в какой-то момент вот таким образованием. Как она относилась к тому, что ты вот пишешь, там, романы, что-то там, повести? Они всегда меня поддерживали. Не Они только мама. Они это кто? У меня мама и две ее сестры, младшая и старшая. Это вот те женщины, которые, может быть, не всегда понимали, зачем ты это делаешь, но и мама, и тезешки всегда говорили: Шевкет, что бы ни случилось, ужин будет тебя ждать.
Ну, С голоду ты не умрешь. это нормально, кстати. Это очень важно, слышать такие слова поддержки. Тем более моя старшая тетя, она учительница русского языка и литературы. То есть, когда, Пользовался? конечно, корректорской работой, подсказками какими-то, мы обязательно это обсуждали. Хотя я предпочитаю, чтобы корректоров было несколько, чтобы это были разные люди. А на маме не говорил, типа, у тебя Шевкет такой талантливый, слушай, там, слог, текст. У нас в семье не принято, откровенно говоря. Хвалить, да? Ну, не то, что хвалить. Я Ну, не могу. слушай, Я ну- знаю семьи, где просто гнобят детей, на всякий случай, мало ли что. У нас такого тоже не было. Но вот так вот, чтобы дифирамбы тебе пели, мне кажется, сейчас начинают. Я уже и не чаял, не кажется. я уже и не хотел, а тут они начинают, что все молодец. Сейчас родители отдают на спортивную секцию, там, на бокс своего ребенка и говорят, ну, это олимпийский чемпион. Как минимум. У меня такого в семье не было. А почему? Несмотря на то, что младшая тетя у меня входила в сборную Узбекистана по гандболу, и что такое олимпийское движение, мы знаем очень хорошо, тем не менее про это речи не шло. А ты не Потому думал? что мы все, почему? Потому что мы все очень разные. Моя сфера деятельности для них не близка была, пока я не начал этим заниматься, и на протяжении 16 лет они потихоньку становятся искусствоведами, литературоведами. То есть ты их так или иначе знакомишь с этими всеми делами, да? Им интересно, что читаю я, им интересно это со мной обсудить, им интересно иногда сходить со мной на какие-то лекции или послушать записи. Поэтому, да, ты вовлекаешь в свою вселенную. Так, Шевкет, сейчас отвлекись ненадолго, давай вот выпьем хаве. Ну, я так понимаю, хаве, там, я у тебя за кадром спрашивал на всякий случай, думаю, мало ли, сейчас времена такие, приходится у крымских татар спрашивать, пьют они кофе или нет. Расскажи мне про кофе немножко. Вы дома как, пьете кофе? Есть у вас такая традиция? Конечно. Каждое Лейла, утро. возьми, пожалуйста, там. Или Эдем, ты возьми. Кофе крепкий, сразу предупреждаю, поэтому вот сладости, скажем так, Каждый раз, когда приходят гости, это кофе. Мгм. Когда собираются все сестры, это не так часто бывает сейчас, все живут в разных местах, но это значит, что кофе будет каждые 2-3 часа. Давайте хаве попьем, да? Давайте хаве попьем, да. И притом это удивительно в том плане, что почему-то в семье решили, что лучше всех кофе варю я. Опа. Да, и Шевкет, давай кофе. Давай А кофе. это не хитрость? Ну, если это и хитрость, то очень умная хитрость. Я в какой-то потому момент, что... знаешь, это начал обнаруживать, что когда тебя очень сильно хвалят за что-то, это, может быть, тебе просто скидывают работу, которую не хотят делать сами. Может быть, может быть. Не думал над этим. Опиши свою семью сегодня, то есть кого ты считаешь своей семьей? Тех, кого я и считал и 15 лет Ничего не назад. поменялось, да? Ну, к сожалению, не стало бабушки, не стало дяди, маминого брата. Когда не стало бабушки, это был такой тяжелый удар для меня, потому что это было время, когда ты не совсем понимаешь ценность человека, который вот рядом с тобой. Ну. И, между прочим, почему этот роман так хотел выйти? Он меня спас. Вот этот вот роман «Любовь, ненависть, деньги», никак не получалось найти финала, который бы меня устроил. Вот не получалось. Вот была первая история, была вторая, а вот так, чтобы их закольцевать и выстрелить в конце, все мешало. И так как у нас все эти поминальные дни один за одним фактически идут, моя семья на какое-то время меня переселила в другую квартиру, и я приходил, а по вечерам я писал. Я писал, и для меня это была такая терапия. Мне надо было каким-то образом вытащить самого себя, и с тех пор я для себя открыл, я не знаю, секрет это или что это, метод такой. Вот люди, которые тебе очень, они тебе близки, они тобой любимы, но они уходят. Иногда уходят в буквальном смысле, иногда ты просто с ними расстаешься. Вот для того, чтобы преодолеть вот это расставание, я про них пишу. И фактически перевожу их вот в свой мир. Они становятся моим мифом Фиксируешь, персональным.
И для меня они живут. Вот так вот было с бабушкой. Появился рассказ «Весна для птицы Феникс». Были и другие потом рассказы. И я понемножку начал нащупывать вот эту крымско-татарскую линию в собственном творчестве. То, чего вначале не было совершенно. Может быть, поэтому так тяжело и принимали, когда я выставлялся, когда я делал первую выставку, вторую выставку, книга, когда вышла. Потому что у нас заведено так, если ты выходишь, значит, это должно быть, ну, я не знаю, там, колпак, я не знаю, орнаменты какие-то, FJR, может быть, должны перед тобой развиваться для того, чтобы тебе сказали, да, ты крымский Ну, или татарин. хотя бы с джезвой ходишь везде. Да-да-да, говоришь, я пью кофе, я ваш, я пью кофе. Мне, Вот смотрите, во-первых, пятно от кофе, да? да, во-первых, мне никогда не хотелось кому-то доказывать, что я ваш или не ваш. Мне это вообще никогда не интересовало. И с каждым годом, чем старше я становлюсь, я понимаю, что нужно успокоиться. Если нужно доказывать, то доказывать не нужно. Если люди не понимают по твоим выступлениям, по твоим картинам, по твоим книгам, по твоей работе, кем ты себя ощущаешь, кем ты себя преподносишь миру, ну, тогда это не донести по-другому, иначе. Когда не стало дяди, это просто тоже такой... Дядя был очень такой суровый человек, мы не всегда находили с ним общий язык, но когда он болел, и уже было понятно, что это дело идет к кончине, мы как-то находили, видимо, какие-то свои точки соприкосновения, и в день, когда его не стало, я работал в кафе. Его не стало после обеда, и я почувствовал, что его не стало. Мне еще не позвонили, а я помню этот вот, действительно, вот у меня в жизни так бывает. Я помню, когда я определился, что я буду заниматься Эмилем Амитом, когда я пойду туда, какие-то судьбоносные есть решения, чутье какое-то, да? они отпечатываются на подкорке сознания, что ли. Я убирал, подметал площадку перед входом в кафе, еще было, ну, что-то там, я не знаю, около 10 часов, может быть. И я почувствовал, что что-то произошло именно с ним. Что-то с ним. И, не знаю, минут через 5 позвонила мама и сказала, Шевкет не стало дяди, а дядя лежал в больнице, и очень долго выдавали тело, поэтому мы не успели похоронить так, как у нас принято. Да. И когда мы его хоронили на следующий день, я просто ходил в каком-то вот сомнамбулическом состоянии, потому что я не мог понять, почему я так это почувствовал, почему я именно... Ну, мы не самые близкие были друг с другом люди. Он был в великолепных отношениях со своей мамой, великолепное плохое слово, очень близких. Очень близких. Она расцветала, когда он приезжал. Они могли часами говорить на крымско-татарском языке с бабушкой, да. Он очень был близок с моей мамой. Они постоянно созванивались по телефону. Вообще он с сестрами был близок. И, ну, как бы я уже был другое поколение, у меня взгляды были такие, я был более раскованный, что ли. Мне всегда казалось, что мое уважение нужно заслужить, а не просто вот априори быть. Я там старше тебя, значит, ты меня должен уважать. Это со мной никогда не проканывало, ни тогда, ни сейчас. И вот эти какие-то притирания долго у нас шли, но вот почему-то я это почувствовал, что он ушел. И я помню, когда мы его хоронили в этот день, запах базилика, люди, что они говорили, у меня все отпечатывалось. И я пришел после Мезарлыка домой, когда уже разъехались люди. Я просто сел, и вот знаете, это вот родился рассказ. Вот он, вот, может быть, это впервые у меня было, я знал, где начало, где середина, где конец, какое будет название. То есть я тоже перевел его в свою систему координат. Он стал тоже моим мифом, и он уже бродит по моим рассказам и по моим исследованиям где-то, как и бабушка. А сестры мамы, они живы, здравствуют. Мама, вот для меня, когда меня спрашивают, что для тебя родина, это дом мамы. Я живу в Красногвардейском районе. Село наше называется Петровка. Это не переименованное село, оно вот после войны было создано. То есть это ничего крымско-татарского там нет. И до определенного момента, до 9 класса я был единственным крымским татарином в нашем классе и, может быть, 3-м или 4-м во всей школе. Вот это тоже такой момент, когда проверка тебя, что ты собой представляешь. Да.
с тех пор много что изменилось. И в Красногвардейском районе, и в школе нашей, и крымских татар стало гораздо больше. И семья наша немножко, с одной стороны, ушло старшее поколение, пришло молодое. У меня много племянников и племянниц. С этим делом все прекрасно, то есть есть какое-то продолжение. Но главное, это, конечно, мама. Когда вы спрашиваете про семью, это вот мама. Потому что когда ты знаешь, как бы ни сложилась завтра жизнь, что бы ни сложилось. И несколько раз я говорил: мама, я, может быть, сделал не на том повороте повернул. Может быть, мне нужно было выбрать другую профессию, и тогда я был гораздо состоятельнее человек. Может быть, у меня была бы уже семья, у меня, может быть, были бы уже дети, и я совершенно бы не тратил свои километры нервов на то, чтобы изменить вот эту вот культурную жизнь полуострова. Но я не повернул. А когда ты много лет занимаешься, в общем-то, одной деятельностью, представить себя, ну, представить меня сейчас инженером я вообще не могу. У меня довольно богатое воображение, я не могу. Не, представить можно, а что получается из этого, это вопрос. Вот я даже представить не могу. Даже представить. То есть, как бы, вот если я решил, что ты будешь художником, писателем, тем более накануне каждой выставки я как будто бы клянусь себе, это последнее, я больше не могу, у меня нет никаких сил, мы на этом заканчиваем. Вот у меня в четверг будет открытие выставки. И примерно такое уже у меня мысли бродят, что Шевкет — это финал, это твой звездный час, это кульминация, и давай уже заниматься другими вещами. Но уже начинаешь планировать через год, через 2 года, что ты будешь делать именно как куратор художественных проектов. Видимо, от этого уже не избавиться. Слушай, а вот ты знаешь, я по своим наблюдениям такую штуку заметил, что в каждом человеке, ну я сейчас имею в виду крымских татар, в какой-то определенный период просыпается вот эта крымско-татарскость. Вот это вот зов к корням, внимательность, внимание к старикам, каким-то деталям, каким-то словам, к предметам. У тебя это с тобой произошло? Вот ты знаешь, ты сказал про то, что у тебя ушла бабушка, да, и что-то в тебе вот это вот поменялось. Это ты связываешь с этим? То есть обрывается то поколение, и ты как будто бы перехватываешь эту... Это не случилось никогда, бабушка ушла. Я думаю, что это случилось где-то вот в районе 2014 года. Сколько тебе лет было? 10 лет назад мне было 22 года. То есть довольно-таки молодой, получается. Ну, у кого-то раньше это бывает, у кого-то нет. В 16 лет я точно понял, чем я буду заниматься. И примерно, я человек проектный, я себе расставил, я не знаю, сколько мне там отпущено, но вообще я планирую до глубокой старости. Так, на всякий случай, если кто-то слушает, пусть знает. Учтет, да? Да, пусть учтет. И примерно я себе расписал, что я буду делать как художник и что я буду делать как писатель в 16 лет. В 22 года я понял, что если вот пришло вот это вот ощущение себя еще как историка литературы и историка искусства, когда ты занимаешься творчеством других художников и других писателей, значит, нужно еще попытаться вот эти вот лакуны в нашей истории восполнить, потому что есть такая возможность. И когда это начало просыпаться, что-то начало мелькать, начали появляться портреты крымско-татарских деятелей культуры там, в собственном архиве, начало просыпаться желание изобразить, ну там, крымско-татарский танец, например, то, чего у меня не было вообще в 16 лет, хотя я до 11 класса в Курмане был танцевальный ансамбль Хайтарма. Я был солистом этого ансамбля. То есть я танцевал с очень малых лет. Но у меня никогда не было желания что-то рисовать, связанное с Хайтармой. Никогда. После того, когда ты вот уже отпускаешь эту историю, ты понимаешь, что танцором ты уже не будешь, вот это надо уже забывать. Ну хорошо, на свадьбах ты вроде как будто бы можешь выйти, там крылья свои расправить и не хуже некоторых что-то там просолировать. Но еще я думаю, когда человек уезжает за пределы Крыма, вот этот момент прям
поворотным в моей судьбе был точно. Когда в 2020 году я поехал в Москву учиться, какой-то период это уже превратилось в какой-то мем среди моих друзей. Куда бы я ни приходил, я говорил: здравствуйте, меня зовут Шевкет Кишвединов, я крымско-татарский художник и писатель. Со мной никогда в Крыму такого не было. Никогда. А это вот мне нужно было всегда везде подчеркивать, что я крымский татарин, что я принадлежу крымско-татарской культуре. И сегодня, спустя несколько лет, все мои друзья, которые не принадлежат крымско-татарской культуре, знают, что крымско-татарский пишется слитно. Они знают, кто такой Эмиль Амит, они знают, кто такая Сабрия Эреджепова, они знают, кто такой Энан Алимов, они знают, кто такая Зарема Тросинова. Они видели работы Энвера Фахри Кутубзаде, это художник, которого, получилось просто из небытия достать. Я поехал в его семью и думал, что они там мне расскажут парочку предложений, и на этом все будет. А оказалось, что у них там сохранилась коллекция из 30 работ этого художника, и они мне все фотографии этих работ предоставили. У меня получилось немножко поработать с архивами, и вышла очень большая статья в Авдете. То есть это как бы возвращенное имя. То есть, когда ты находишься за пределами Родины, у тебя любовь к Родине как-то она прям усиливается. И я для себя сделал вывод, что Родину на расстоянии любить гораздо легче, чем когда ты находишься здесь. Почему? Так много недостатков видишь. Вот не могу любить Родину с закрытыми глазами. Не могу, как Лиля Буджурова, мы участвовали с ней в передаче «Миркес», я онлайн, она офлайн, и она сказала: я очень люблю крымско-татарский народ, весь крымско-татарский народ. Я никогда бы не смог так сказать. Ты не в том положении, может быть? Дело не в этом, в положении или не в положении. Я считаю, что это не совсем искренне. Нельзя любить всех. Ты можешь любить конкретного человека, ты его знаешь, ты знаешь, на что он способен. Да. А любить априори, дело в том, что никогда не слышал, находясь, предположим, среди евреев, чтобы евреи сказали: мы так любим весь еврейский народ. Среди армян я ни разу не слышал, чтобы они сказали: мы так все любим Ты же так не армянский общался. Вот какая у тебя выборка? Может быть, через каждый третий армянин об этом говорит. Это субъективно. С твоей Это стороны. это их община. Когда ты с ними встречаешься, это, сколько, человек 20-30, не так мало, не 2-3. Ты же слушаешь их, ты их не расспрашиваешь, ты просто слушаешь и смотришь, как они делают. И потом, мне кажется, что это просто вот на словах. Я так люблю весь крымско-татарский народ. Мне кажется, что любить нужно не вот так, не общее. То есть точечно нужно любить? Адресно? Не адресно. Любить надо за дело, за поступки, а не просто за то, что ты крымский татарин, поэтому я тебя люблю. Ты знаешь, я сейчас монтирую фильм про нашу молодую певицу Диляру Тюкянджи. В смете он выйдет после нашего подкаста с тобой. Она участвовала в нашем рейтинге, мы в «Культурной хронике» проводили такое. Я думаю, что заслуженно. И ты знаешь, она сказала такую фразу, которая вот мне врезалась в голову, и она меня не отпускает. Она говорит, что когда я слышу крымско-татарскую речь, я чувствую, что это мой родственник. Понимаешь? Вот именно родство чувствуется. Вот скажите мне, это отпечаталось в вашей голове, видимо, потому что вы примерно думаете так же. Не знаю. Я, во-первых, не ожидал этого услышать. Среди ваших родственников могут быть плохие люди? Нет, ты что? Вот когда Глупости не говори. Вот когда вы начнете чувствовать, что нужно по-другому определяться, вот тогда что-то Нет, слушай, изменится. это контекст совсем другой был. Контекст в том, что вот ты когда в Стамбул приезжаешь, и ты слышишь, вот как долина начинает эзанами наполняться, понимаешь, постепенно нарастает, и уже возле тебя оно, вот эта волна. Мы говорим про какую-то культурную среду, частью которой является крымско-татарский язык. Может быть, это в контексте этого указывает на родство. Не то, что я вас всех люблю, сейчас я вас всех обниму. Нет. Просто, понимаешь, мы же все очень социальные, очень стайные существа по своей сути. И мы хотим находиться в том месте, которое мы хорошо знаем, с теми людьми, которых мы хорошо знаем. И насколько мы хорошо тебя знаем, настолько нам комфортно с тобой находиться. Мы знаем, что от тебя ожидать. То есть контекст ее слов, он был другой. И вот я ее слова почувствовал так, что
когда я слышу крымско-татарскую речь, когда я вижу колпак, условно говоря, да, когда я вижу какие-то атрибуты, я даже раньше к флажкам в машине относился хуже. Я думал, ну что ты напялил, у тебя на лице все написано. А сейчас я такой думаю, ну прикольно, что, классно. То есть, понимаешь, как будто бы идет какое-то принятие вот этих атрибутов, каких-то опознавательных знаков. Возможно, это со временем, возможно, это с возрастом работает. Но вот ее фразу я именно вот в этом контексте воспринял. Не к тому, что идемте, я вас всех обниму. Или, допустим, какой-то депутат на Курултае выступает и говорит «меным халком». Понятно, что он имеет в виду. Подпишитесь, все, а я там деньги распределю. Это немножко разные вещи все-таки, да, идут. Есть Но такая фраза, я могу быть не согласен с вашим мнением, но я готов биться за право, чтобы вы его высказали. да, это важно. Это фраза Вольтера, если я не ошибаюсь. И вот сейчас мне хочется ее повторить. Пусть будет так. Пусть будет много людей, которые вот любят, которые, услышав крымско-татарскую речь, понимают, что это родственники, что какой-то атрибут он определяет. При этом, конечно, бы хотелось все-таки не забывать, что идеализировать, путь идеализации, он часто очень ведет в никуда. Я согласен с тобой. И причем идеализация идет в первую очередь в историческом контексте. То есть мы очень идеализируем наше историческое прошлое. Часто не знаю его. Ну, это база. И вот есть такой Зехрм, такой портал в Фейсбуке. Ленур Юнусов его, ну, ты знаешь, да? И там, значит, как-то вышла такая статья, текст про то, что в условном Харасу-базаре, по-моему, даже это там и было, что рассказывалось про женщину, которая была не очень вот такая вот, как вот в наших представлениях. И там поднялся такой моральный, морализирующий, такая волна возмущения, негодования, что вы пишете, мы вот это. Вот эта идеализация действительно разрушительная, когда вот так Она люди разрушительная, и самое главное, что мы не можем ее преодолеть уже на протяжении многих-многих лет. Какое-то время назад в чате московской диаспоры или общины крымских татар поделились постом, где вспоминается рассказ Куприна. Я сейчас не вспомню его название, Куприн вообще не мой любимый писатель, и он пишет про Меджун, что ли, назывался, про крымского татарина. Он как бы встречает богатых светских дам в Ялте и составляет им компанию, он возит их на лошадях, он им Ну, известная показывает история, Крым, да. и украшает их жизнь не только днем, но и ночью. Да. И вот это возмущение, что вас возмущает? Вас возмущает то, что мужчине может нравиться женщина? Что возмущает? То, что кто-то приехал и кто-то готов заплатить за какие-то развлечения, и крымский татарин готов за эту зарплату, Ну, скажем слушай, так, не пьет, отозваться. хорошо знает местность. Ну, какие вопросы может быть? Я не могу понять, знаете, когда, ну, может быть, это грубо прозвучит, но у нас не вата в мошонках, поэтому не надо думать, что мы настолько святые, настолько непорочные. И встречаясь с вот этой вот в литературоведении, это называется культура низа. Что мы вот здесь, вот в этой сфере, вот все такие, а мы по-другому. С нас, конечно, перья летят, ангелоподобные. Вот в этом вопросе нужно уже смириться, что люди одинаковые. Голова, две руки, две Нет, ноги, культура все все-таки, остальное. культурный момент, он все-таки присутствует. Может быть. Но сегодня, когда народ проходит очередной раз вот это вот перекручивание, вот эта идеализация, она ни к чему хорошему не приводит. Вот у нас там было хорошо, у нас очень часто вспоминают про ханов, про ханский дворец. Вот тогда было здорово. Я задаю в ответ вопрос, ну что, пересаживаемся на повозки?
переодеваемся. Ну, смотря кем ты был в то время. Да, да, вот все, ну, знаете, у нас все ханами были. В Ну, прошлом. естественно, это же база. Все ханами Это база. были. У нас не было людей, которые были в подчинении у кого-то, не знали, как накормить своих детей, потому что если вы смотрите эти фотографии, которые так часто выкладываются вот на всяких порталах, связанных с крымско-татарской культурой, там нищета. И не надо говорить, что нищеты не было. Не считаю, это уже все-таки конец. Я об этом много думал. Это все-таки уже конец. 19 век. 19 век какой? Ну, хорошо, давайте возьмем, с 1783 года Крым был присоединен. Да. Началась одна волна эмиграции, вторая, Да. 31-я волна эмиграции. Потом сначала этому все как бы пришедшая власть очень радовалась, потом вроде как будто надо задержать, потому что уже никого не остается. Потом другое решение приняли, что те, кто уехали, мы их возврату они не подлежат. А те, кто остались, по воспоминаниям историков, ну а что делать здесь? Ну как жить? Вот обложенные все налогами. И вы смотрите на эти, ну, если мы говорим про фотографии, значит, это уже 19 век, да? Тогда появились эти возможности снимать. Ну, все-таки Вы 20-й. посмотрите на эту Все-таки одежду. 20-й. Все-таки начало 20-го. 19-й это... прям- Конец 19 века. Ну, все-таки да, это все-таки 910-й, 20-й. Да, да, ну хорошо, вы согласны со мной, что это время нищеты? Да, меня всегда эти вопросы Ну так беспокоили. смысл возвращаться, мы уже оттуда мы ушли. Наша задача вот все это энциклопедизировать, понимаете, это должно быть не на уровне постов в разных социальных сетях. Это должны быть книги, подготовленные с академическим уклоном, с рецензентами, с комментированием научным. Это должно быть издание, которое ставит перед собой задачу не кого-то обелить или очернить. Это должно быть издание, которое ставит перед собой задачу показать, как это было. Ну, понятно, что все равно будет какой-то уклон туда-туда, ракурсы света разные бывают, но в любом случае вот посыл должен быть вот такой. И надо двигаться дальше. Что бы ни было, в каком бы состоянии ни находились. Знаете эту историю, что приходит человек к врачу и говорит, что ну что делать, вот болею. Он говорит, надо спортом заниматься, бегом займитесь. Он говорит, какой бег, я чемпион страны по легкой атлетике. Он говорит, вот если вы меня будете слушать, вы станете чемпионом мира по легкой атлетике. Понимаете, вот что бы ни было, в каком бы состоянии ни находился, надо находить в себе силы двигаться вперед. Потому что равняться на Крымское ханство это очень давно было. Ну, не то чтобы равняться, а, скажем так, может быть, паразитировать на величии Крымского ханства. Может быть, так вопрос развернуть? Все-таки величие было. Ну, вы, конечно, больше в этой сфере разбираетесь и, наверное, больше встречаете людей, которые именно возвеличивают этот период. Я все-таки в меньшей степени, я изучаю этот вопрос с точки зрения литературы. Мне важно, как это строилось, да, то есть как литература Ну, это сложно тебе переходила. изучать, потому что много чего было уничтожено. То есть и наследие, то есть в том числе бумага в Важно первую не то, очередь что пострадала. было уничтожено в данном случае, в настоящем случае, а то, что сохранилось. Ну да. Можно оплакивать то, что ушло, а можно попытаться разобраться с тем, что осталось. И тут очень любопытные, конечно, выводы иногда делаешь, но при этом все-таки взгляд должен быть не с позиции «вот как хорошо было тогда», Не, я понимаю, о чем ты говоришь. потому что тогда было по-разному. Судя по тому, как вели себя ханы с друг другом, как шла борьба за этот трон, за власть, за стремление быть единственным правителем и больше, чтобы ничего, ну, по большому счету, правители мало друг от друга отличаются. Да. Какой бы вы ни возьмете период исторический, какую бы страну вы Да, не да, изучали. это факт. И говорить, что там все были вот такие, кого... Опять же, речь идет о тотальном невежестве. Никто не изучает. Все просто вот этими, как я называю это, брошюрочное образование. Вот что-то в брошюрке прочитал, пару тезисов. Я называю это фейсбучные это- посты. Находясь в Москве, да, то вот ты из, скажем так, ну ты можешь себя назвать сельским парнем? Ты сельский парень вообще? Нет. Ты себя... Я родился в городе Черчике.
это город. Маленький, но город. Как Бахчисарай. По духу. Ну, разве что по духу. Потому что я несколько раз приезжал в Бахчисарай, и таких разбитых дорог, как Бахчисарай, в Черчике не было. По крайней мере, я не помню. А я с малых лет ездил в Москву, где жила моя младшая тетя. И какой-то период воспитания у меня проходил там. Москва очень крупный город. Когда мы приехали к дяде в Крым, это была деревня Арбузовка, недалеко от Джанкоя. Вот это была деревня, это была деревня. Это надо было пройти 2 поля, 45 минут мы шли, чтобы попасть в эту деревню. Никаких автобусов, ничего. Ты просто идешь. Мое самое яркое первое впечатление, когда мы приехали в Крым, мы идем с мамой через это поле, у меня моднейшая обувь, моднейшие штаны, идет дождь, и к моей моднейшей обуви 3 килограмма грязи прилипло. Я не могу передвинуть ноги. Я говорю: мама, что мы делаем, куда мы идем? И дождь, и уже непонятно, это вода, это слезы. Мама говорит: мы приехали домой. Домой, на родину. Это родина, сынок. И это родина, сынок. И мама доводит меня до вот этой вот Арбузовки, и там на пороге времянки. У нас в Черчике была 4-комнатная огромная квартира. На пороге времянки стоит незнакомая мне женщина пожилая. Это была моя бабушка. Она мне на незнакомом языке что-то говорит, она меня приглашает. Понимаете? И я никогда бы не мог сказать, что я сельский парень. Куда бы я ни приезжал, у меня была бабочка, я ходил в школу в бабочке, белая рубашка и черная бабочка. Сейчас, мы переехали в Красногвардейский район, все мои учителя спустя 100 лет после окончания школы, они не всегда, может быть, помнят, как я себя вел, что я говорил, но эту бабочку вспоминают абсолютно все. У меня было столичное мышление, столичная одежда, и я всегда выделялся на фоне того, что надо как-то по-другому, ребята, не надо так вот по-деревенски, давайте как-нибудь... Ты мне сейчас Панасенкова немножко напомнил. Ну, может быть, Он тоже быть. так. Да, поэтому нет. И в Москве я не чувствую себя, что я приехал из провинции. И вообще сегодня, когда идет речь о постколониальной оптике вообще всего мира, все исследователи приходят к тому, что нельзя говорить, есть центр, а есть периферия. Да. Все равны. А уж насколько равны, это вот покажет равнее. исследователи периферии и исследователи центра. Я, кстати, сейчас посмотрел, Черчик 170 тысяч человек, так что это не маленький город. Не маленький город. И этот гигантский завод, который я так хорошо помню, где работала моя мама, представить себе в Бахчисарае я не могу. Ты у нас был на нашем заводе Сториндустрии? Посмотрите в интернете, как выглядел этот Усть-Катежем. Это был отдельный город в городе, и это была по-настоящему развитая химическая промышленность. Я не умаляю города Бахчисарая. Не, конечно. И не восхищаюсь городом Черчиком. Я абсолютно себя не ассоциирую с Узбекистаном. Я уехал оттуда, мне было что-то 6-7, наверное. И я помню отрывочные просто фрагменты. И то, что, давайте признаем, у нас есть очень много взрослых людей, для которых Узбекистан – родина. Они воспринимают Среднюю Азию там, где они хорошо жили, где у них была своя среда, где были друзья, где была работа, где не надо было день и ночь пахать в поле для того, чтобы заработать на кусок хлеба. А вернувшись в Крым, именно через это приходилось проходить большинству людей. Я так помню хорошо, что здесь, в Красногвардейске, на базаре стояли учителя, архитекторы, художники, понимаете? То есть это было что-то. И эти же люди там совершенно в другом достатке жили. И, конечно, у них какая-то ностальгия, наверное, сохранилась. В моем случае этого нет вообще ни на йоту. Ты их не осуждаешь, этих людей, у которых ностальгия? Я вообще никого не осуждаю. У меня нету таких прав, мне никто на это не давал. И вообще я стараюсь от этого чувства... Я обидчивый довольно, и каждый раз себе говорю: Шевкет, на обидчивых воду возят, надо не ждать, не возлагать на людей свои какие-то надежды, какие-то свои требования. Каждый раз себе повторяю, что у людей нужно
просить, требовать можно только у себя. И если человек что-то не откликнулся, возможно, в его ушах играет другой барабан, и он под другой ритм идет, не с тобой вместе. Вот к этому я пытаюсь прийти. Но то, что вы спрашиваете по поводу осуждения, вообще никогда. Почему можно кого-то осуждать? Я не имею возможности подставить свое плечо этим людям. Когда они приехали, мы своя вот семья, вот мы вцепились друг в друга и тогда пытались выжить. Но у нас не было возможности помочь кому-то еще. А у людей, у кого была такая возможность, не старались этим заниматься. У нас были столько глав, лидеров, отцов нации, а по большому счету люди, возвращавшиеся на родину, ватан, ватан, ватан. И что? Этот ватан людей в узлы скручивал. Я помню, как много мужчин, приезжавших, возвращавших, начинали пить здесь, потому что у них просто не было другой возможности каким-то образом, ну вот это вот напряжение душевное снять с себя. Пустоту эту надо было чем-то заполнить. То же самое, мы в 1944 году, крымско-татарский народ выжил благодаря женщинам, и во время возвращения мы выживали тоже за счет женщин, которые вставали рядом со своими мужьями плечо в плечо и носили эти, как эти кирпичи называют, ракушняк этот неподъемный, когда эти неподъемные тачки с этими мешками перца и баклажан ты тащишь из этого Джанкоя, везешь в Симферополь на этот центральный рынок. Я же видел этих женщин, этих хрупких женщин, созданных совсем для другого, когда они вынуждены были играть совершенно другую роль, которую ей отвела Родина вот в момент возвращения. И осуждать их никогда. Я точно нет. Вот готовясь к этому разговору, я просматривал материалы, которые связаны с тобой, в том числе печатные, какие-то видео смотрел. У меня сложилось впечатление, что ты довольно-таки категоричный человек и вот довольно строгий человек по отношению к себе и к другим людям. Там ты вот ты там где-то говорил, что ты там второй раз не просишь, там что-то вот такие какие-то вещи. То есть какие-то очень четкие грани во взаимодействии. Ты сам по себе с людьми легко прощаешься, ты легко расстаешься с людьми? Я сейчас прокомментирую по поводу строгости к себе. К себе, да. К людям тоже, несмотря на то, что ты сейчас сказал, пытаюсь быть мягче. Не всегда получается, но я стараюсь. Это на всякий случай. Передайте тем, с кем я был очень строгий. Я старался, ребят. Чтобы сейчас не начали писать. Да ради бога, пусть пишут. Я же Не, понимаю, пусть что пишут, пускай продвигают нас. людям поможет какую-то, может быть, злость изнутри себя изжить. И, ну, хорошо, пусть это интервью будет для них таким поводом изжить эту злость внутри себя. У меня действительно есть такой свод правил, тоже где-то лет в 16 сформировавшийся, вот по поводу «дважды не просим», требуем с себя, а не с людей. Ну, там, если перечислять, много всего. Но как вот правильный вопрос ваш сформирован Людей, был? с людьми ты легко прощаешься, Как вот расстаешься? прощаюсь. Ну, забываешь. Вот человек тебе сделал что-то плохое, вот то, Нет, что не нет. соответствует тебе. Ты раз его и забыл, все, его нет в твоей жизни. Я его, может быть, убираю из жизни, но не убираю из памяти. Я сказал про обидчивость. Если вообще говорить про свои черты, я не стесняюсь говорить про отрицательные свои стороны. Мало, но Их все равно есть же их что-то. гораздо меньше, чем хороших. Вспомните о них, как пела Людмила Гурченко. Да? Я злопамятный. И, в общем-то, я чувствую иногда, что я мстительный. Но тут сидит еще человек, который говорит себе: Шевкет, у нас нет времени на месть. У меня есть такое четкое ощущение быстротечности жизни. Она так быстро проходит. Мне было 16 лет, а уже 32. Я только начинал там какие-то вещи, а уже за мной стоят люди, которые говорят: подвиньтесь, пришли мы. И я считаю, что нужно двигаться. Если тебе не хватает сил соответствовать вот этой вот молодой поросли, которая за тобой, которая тебе на пятки уже наступает, значит, надо проваливать. Значит, ты уже не справляешься. Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Поэтому жизнь очень быстро несется, и я, обидевшись, запомнив это, думаю, я тебя сотру в порошок. Вот придет война, тачанка будет наша. Приходит война, тачанка моя. Мне становится так лень говорить, снова проговаривать эту ситуацию.
снова мстить человеку. Я понимаю, что оно прошло и прошло. Но в начале, для того, чтобы прошло, в начале мне надо эти два пути, конечно, пройти. Вот, А это питает вообще тебя энергетически? когда я злой, Да. э, Злость тебя питает? вообще я считаю, что это очень хорошее качество, быть злым, черта. Почему? Потому что когда ты такой мягкотелый, когда ты, Вторая щека там. ну, типа того, да, вот это вообще не люблю. Первая щека, вторая, под подбородку Может, попробовать надо стукните, было в лоб. просто? Если вы думаете, что не пробовал, Нет, ты работал в баре, ну, то есть в ресторане, да, там, да, в и кафе. бар там тоже был, Кафе, да. все я знаю, я понял. М, Смежные вещи. Да, да, смежные вещи. Я просто хочу сказать, что нужно не изменять себе, по возможности отпускать людей. Это не то, что у меня, я как бы иллюстрирую свою жизнь, это то, к чему бы мне хотелось Да, стремиться. да. Если человек должен уйти, пусть он уходит. С миром, пусть ему будет хорошо как можно дальше от меня, это вообще идеальный вариант. А вот с этими обидами, не знаю, меня злость, она мобилизует. Очень частая фраза, которую сам себе произношу, это «камон». Я люблю большой теннис, и, может быть, вы знаете, там теннисисты все время орут этот «камон». Вот я, видимо, оттуда это. Все, что я взял из большого тенниса, я когда-то им занимался, это вот орать «камон». Ну и ракетки еще разбивать. А Ну и вторая... шортики короткие вот эти вот. Шортики короткие у меня закончились в очень раннем возрасте. Надо адекватно оценивать себя, поэтому нет, короткие Просто шортики у закончились. меня был друг, который любил шутить. Я люблю настольный теннис, а он большой. Ага. И он мне все время говорил, вот тебе бы эти короткие шортики примерить, знаешь, такой юмор был. Чтобы вы перешли, да? Ну, В не его знаю, се- не в его знаю. большую Не сетку. знаю, про что он говорил. Не проверил. И вот вторая фраза – это сцепить зубы и работать. Вот когда ты мягкий, сцепить зубы и работать очень сложно. А злость, она, конечно, мобилизует. А потом должна включаться мудрость. Вот что-то не получилось, вот у меня прям период сейчас такой, многое что не получается и не складывается. И вот тут вот ком в горле. Я понимаю, что то, что ты делаешь, мало кому нужно. Не тот отклик, на который ты рассчитывал. Ты никак не можешь выйти на другой уровень именно жизни, да, благосостояния. Но тем не менее, после этой злости, после сцепления зубов, ты сам себе говоришь, что надо попробовать сначала. То есть обиды, да, они где-то есть. Мстительность, стремление человека в ответ ударить, это тоже есть. Когда-то получается сгладить, когда-то нет. А категоричность тоже. Ну, вот последние несколько лет, может быть, после 30 не только у тебя проблемы с алкоголем, со спиной или еще с чем-то, а вот еще приходит какая-то мудрость и ощущение, что если жизнь требует начинать с чистого листа, надо находить в себе силы и начинать работать с чистого листа. А у тебя нет тревоги за то, что есть ощущение упущенных возможностей? Вот ты говоришь про быстроту течения времени. Я думаю, что это в контексте того, что уходит время и уходит возможность, и приходит сзади кто-то, тебя поддавливает, а у тебя вроде как амбиции, ты вроде как хочешь что-то сделать, как-то заявить о себе еще громче, еще стать надежней. А у тебя нет этой тревоги? Ты не чувствуешь вот эту вот нагрузку? Тревоги я не чувствую, потому что упущенных возможностей я не жалею. Единственная большая упущенная возможность, я вовремя не женился. Но, знаете, я встречал женщин, с которыми хотелось провести вечность, но не жизнь. Вот когда получится встретить ту, с которой можешь жить, со всеми ее достоинствами и недостатками, вот тогда, наверное, буду готов. Пока нет. А то, что касается творчества, то, что касается литературы, когда ты занимался фотографией, не так плохо был в этом, есть гораздо хуже меня в этой сфере. То, что касается исследований, не то, что успеваешь, то, что можешь, делаешь. Уже говорили про эту требовательность к себе, и требовать еще больше иногда я просто не могу.
Мой организм иногда в колокол начинает бить, когда вот так вот я беру Да, я себя за понимаю. горло и начинаю говорить, давай надо прыгнуть еще выше головы. Еще выше головы, еще выше головы. И организм, если понимает, что его колокола я не услышал, я начинаю болеть. Я начинаю падать, и все. И если ты по-другому не получается, вот такой вывод. Чтобы этого избежать, я стараюсь не требовать большего, чем я сам могу себе дать. Что касается вот этой поросли за спиной, Да. я очень здоровый в этом отношении человек. В отличие от очень многих старшего поколения крымско-татарского искусства. Я очень здоровый. Никому у меня нету стремления кого-то задушить, кто на полноса вырвался вперед, дать ему по этому носу. Уже то, что было сделано, ну, предположим, те же 5 музыкальных рейтингов, которые мы провели, это была платформа, где могли 30 артистов Крыма, молодых артистов Крыма заявить о себе. Я привлекал к этому делу международных специалистов, которые оценивали, как поют наши артисты в Крыму. Я делал выставки для молодых художников. И не говорил, вот здесь вот будет 500 работ моих висеть и 2 ваши. Я вообще не выставлялся, потому что считал нужным, если ты выступаешь как куратор, надо вот, чтобы тебя было вот чуть-чуть, а всех остальных было больше. Когда ко мне довольно часто обращаются молодые прозаики с просьбой прочитать то, что они делали, я отвечаю им на эту просьбу. Хотя мне это нафиг не надо, потому что у меня куча своей работы, которую нужно делать. Но я помню себя, когда мне было 16 лет, мне не с кем было советоваться, я не знал, кому идти, чтобы обсудить то, что я делаю. Поэтому мне кажется, как будто у меня долг перед литературой, это нужно сделать. Если это молодое поколение окажется сильнее, чем я, в плане как прозаик, как художник, как куратор художественных выставок, я найду себе другую площадку, где я смогу продолжать свою работу. Но точно я не буду заниматься тем, что чувствуя, что я не могу их переплюнуть, значит, я должен переломать им ноги. Вот тут у меня к себе никаких нареканий нет. Да. Ну, насчет того, что у тебя есть сожаление, можно так сказать, да, что ты не создал семью вовремя, да, как ты это называешь. Хотя я, честно говоря, не знаю, что это значит создать вовремя семью. У тебя такие слова проскользнули, но это от полного непонимания, как эта штука работает. Потому что если ты будешь заранее думать, что вот мой человек это определенный набор качеств, да, каких-то представлений, ты никогда не женишься. Потому что любая женитьба, абсолютно любая женитьба, это целый набор неожиданных поворотов и твистов. Ты Я это никогда понимаю. заранее не знаешь. Поэтому в этом плане нужно немножко меньше думать в какой-то момент. Да? Меня Почему? спрашивали, какую женщину вы видите рядом с Да. собой? Я всегда отвечал ту, от которой, когда зашла в комнату, у меня сердце в горле биться начинало. Все время. Ну, по крайней мере, Ну, там от надо потом радости. лекарства уже принимать от тахикардии. Я думаю, что я верю в фразу «любовь живет 3 года», а дальше потом начинается уже привыкание, и начинается уважение, и начинается больше не о страсти речь идет, а о дружбе. А Поэтому уважение это плохо разве? это очень хорошо. Это очень хорошо. Я к тому, что через 3 года сердце вряд ли будет биться в горле, и не надо заранее думать о таблетках и о врачах. И понимаю, что можно себе нарисовать жену как Моника Белуччи, да, а вдруг женишься на такой, как Николь Кидман. Ну, то есть, как бы, да, совершенно небо и вода, там, огонь Ну, не будем и их все сравнивать остальное. все-таки. Да, да, да. Про разное. Поэтому просто не случилось. Я понимаю, что не случилось. Нет, ты так говоришь, как будто тебе сейчас 67, и ты говоришь, ну, Балар, Джимат, не Ну да, получилось. да. В 67 я, наверное, Слушай, у буду тебя такой еще- возраст, сейчас абсолютно спокойно все это дело делается. Но смотри, вот еще насчет этой темы спрошу у тебя. Ты говоришь, что ты очень рано начал планировать свою художественную, писательскую деятельность. Почему ты семью свою не распланировал?
Это тоже, этот подход Я работает. очень распланировал. Я распланировал, сколько у меня будет детей, чем они будут заниматься, куда мы будем ходить. Но это как раз таки плохой план Да, насчет и детей. ничего не сработало. Да, я сейчас понимаю, что каждый ребенок должен не отражением надежд родителя быть, а просто сам по себе индивидуальностью, которую ты как родитель должен поддерживать и направлять. Я много планировал, но не случилось. Пока. Но это такое дело, которое не надо там далеко задвигать, убирать, скажем так, да. Работа работой, работа будет всегда. Невостребованная работа тоже будет всегда, да, которую люди не ценят. Но я тебе просто хочу сказать, что вот, допустим, есть Акунин, да, который специально отказался от детей, чтобы себя посвятить вот этому всему. Но мне кажется, что только дети могут по-настоящему раскрыть человека, потому что он получает некий такой фидбэк о тебе самом. Но И получается, ты, что люди, которые без детей, они не раскрылись. я думаю, что с детьми они бы раскрылись полнее. Это знаешь, как у меня есть один товарищ, и он все время, он без высшего образования, и он все время набрасывался, да это высшее образование, оно ничего не решает, оно никому не нужно, оно никому не нужно. И все время на нервы действовало тем самым, понимаешь? И я в какой-то момент решил его остановить. Я ему сказал, вот смотри, вот ты хороший парень. А он действительно хороший парень. Я говорю, ты хороший парень. Он говорит, ну не знаю, ну вроде нормально. Я говорю, стал бы ты хуже с высшим образованием? Нет. Стал бы ты лучше? Возможно. То есть, понимаешь, да, о чем я хочу, что я хочу сказать? То есть это такие вещи, которые, ну, как тебе сказать? Я думаю, что семья все-таки, дети, это все-таки очень фактор усиления тебя как личности. Она тебя как-то больше собирает, ты какие-то ответы находишь. Потому что состояние одиночки, это, ну, я думаю, что ты потом, когда у тебя будет семья, ты вспомнишь мои слова и как-то переработаешь эти вещи и что-то сделаешь для себя вывод. Потому что я сейчас тебе говорю про вещи, а ты не понимаешь, о чем я говорю. При всем уважении к тебе, при всей твоей насмотренности на племянников, но это нужно самому прожить. Вот. И это дело в дальний ящик, в дальнюю полку не убирай. Вот, значит, смотри, в принципе, мы много что обсудили. Но есть два момента, которые я хотел бы чаще спросить у тебя. Это касаемо художественной истории, да, вот этого картин, все. Общаясь с художниками, у меня всегда был такой вопрос. Возникал вопрос, и вообще этот диалог, он рождал эти вещи. Кстати, мы еще про интервью, про книгу не поговорили тоже. Очень, ну, может быть, сейчас попробуем уложиться. Вот общаясь с художниками, да, я понял, что они очень осторожно относятся к этому званию художник. И я сейчас имена не буду говорить, да, но некоторые художники не один год ничего не создавали, Мгм. чтобы понять, что они могут предложить своего узнаваемого. Мгм. Потому что, вот, допустим, сейчас, если взять художников, и молодых, и тех, кто уже постарше, я прямо сейчас могу выделить художников, кисть которых я узнаю, а я не специалист в этом деле. То есть, знаешь, такой явный почерк. Мгм. Вот сегодня есть явный почерк Шевкета Кишвединова. И если он есть, как ты относишься к тому, что ты сам говоришь, я художник? Вот как ты к этому относишься? Это твое решение или это твой... А, Вот что это? Объясни, пожалуйста. всегда представляюсь, ну, уже когда поостыло вот это крымско-татарское, уже Да, да, ушло, понятно. я говорю, я художник, писатель, главный редактор сетевого издания «Культурная хроника». Да. Меня ночью разбуди, я вот эту вот фразу вот Ну, как... я уже тоже это скажу. Да-да-да. И я встречал людей, которые говорили, ну вот писатель это вот что-то такое, художник это что-то такое. У меня никогда не было в этом отношении какого-то предубеждения. Это мой образ жизни, это мой образ мыслей. Мой преподаватель Зинченко Анастасия Михайловна мне говорила, ты можешь не уметь нарисовать лошадь, но по ходу мысли быть художником. А есть очень много ремесленников, которые умеют нарисовать лошадь, но при этом не быть художниками. И еще когда-то, много-много лет назад, она мне в интервью, я брал у нее интервью для университетской газеты, она мне сказала, что вот попав на эту орбиту,
художественную. Ты можешь десятилетиями ничего не создавать, но ты все равно уже там. Ты слезть с этой орбиты не сможешь. В моем отношении это, может быть, стало каким-то программной ситуацией, что ли, программной линией, потому что, начав рисовать, у меня были какие-то перерывы, когда что ли, по полгода вообще не подходил ни к бумаге, ни к холсту, хотя я больше художник-график, то есть к бумаге. Но не переставал представляться как художник. И никогда, наверное, не перестану. А ты продавал картину? У тебя есть такой опыт? Там, Конечно. То есть ты нормально? Конечно. Поэтому по поводу еще почерка Кишвединова, есть люди, которые коллекционируют мои работы. Точно так же могут сказать, что твои работы я могу узнать. То есть ты сам считаешь, что почерк есть? Это не очень скромно говорить о себе, что раз почерк есть. Это должны сказать все-таки люди, которые смотрят на твои работы. Чаще всего они говорят, что да. Даже если бы они сказали нет, меня бы это не остановило. Я бы продолжил работать, писать свои акварельные пейзажи и графические это да, работы. это немножко про разное, это я понимаю. Просто как бы условно такой почерк, да, это когда художник как будто бы состоялся, то есть он выделился. И, ну, вот такие, да, какие-то бытовые вещи, какие-то базовые вещи для не специалиста, скажем так, да, не специалист вот смотрит на картину, и он понимает, да, это вот, в принципе, этот художник. Здесь я могу привести другой пример из своего опыта. Я преподаю рисование. А у меня несколько учениц, мы начинали, когда им было там 5-6 лет, сейчас вот на протяжении 2-3 лет, то есть они подросли. Конечно, это не состоявшиеся еще художники, но покажите мне их работы на фоне 300 других детских рисунков, я их увижу. Потому что почерк или стиль это то, что в голове закладывается, и то, что через голову рукой вот создается. Мы мы выбираем определенную цветовую гамму, мы склонны к определенной композиции, когда строим свой пейзаж, натюрморт или портрет, к определенным темам. Художники некоторые говорят, моя тема это лодки, кто-то говорит, моя тема это голые женщины, кто-то говорит, моя тема это аюдак, предположим. Есть художники, которые только его рисуют. Поэтому уже по этим параметрам можно определять, есть в художнике его я, и могут ли не специалисты разобраться. Вот среди своих художников юных я могу разобраться. Состоялись ли они как художники? Ну, разумеется, еще нет. А ты можешь сегодня сказать, какой твой самый любимый художник крымско-татарский? Ну, это очевидно. Почему очевидно? Ну, потому что Зарема Тросинова. Когда мы говорим о женщине в крымско-татарском искусстве, мы подразумеваем Зарему Тросинову. Когда мы говорим Зарема Тросинова, значит, мы говорим о женском крымско-татарском искусстве. Она, безусловно, выдающийся мастер. В первую очередь, я ее ценю как художника-графика. Вот у нас был такой Рамис Нетовкин и Зарема Ханум. Если бы мне сказали, Шевкет Бей, вот вам $1 миллиард, давайте, вот, чтобы вы крымско-татарскую культуру за пределы Крыма повезли. Рамис Нетовкин, Зарема Тросинова, Али Мусиинов, Асан Бараш, Рамазан Усиинов. Вот 5, кого бы я повез показывать. Бренд, крымско-татарский бренд. Это если говорить про искусство. Там, про музыку у меня тоже есть свои определенные взгляды. Про литературу нет у меня никаких определенных взглядов. Не могу я сказать. Вот вижу молодых музыкантов, могу сказать, композиторов, какие бы песни ни выпускали, но они выпускают что-то. Но индустрия все-таки там посильнее, все-таки музыкальная В музыке, разумеется. Если говорить про художественное искусство, молодых художников очень много. Ну, единственное мне, что напрягает, вот у человека 4 картины, и вот он уже про него сюжетик снимает, да, там какие-нибудь интернет-сообщества. Какие-нибудь порталы. Какие-нибудь порталы. И меня каждый раз это немножечко удивляет, потому что куда человеку стремиться дальше, если он сделал 4 картины, а про него главный портал Крыма уже сложил сюжет. Он как бы вышел на пик,
Понимаете? Ты думаешь? Судя по тому, как себя ведут потом эти молодые авторы, да, я думаю. Я думаю, что это очень сильно их портит. Я помню, когда Кремиан Татарс начал Это нельзя только-только... называть. Нельзя называть? Да, я шучу. Вы конкуренты. Когда ведущий У нас интернет-портал нет о крымских, конкурентов. о крымских татарах начал выкладывать вот эти вот сюжеты про того или иного деятеля культуры, начиналось все, конечно, вот прям с мастеров. Да, да. И некоторые мастера как будто бы проходили мимо. Вот у нас там были сюжеты вдруг про молодых, ну, 16-летних, 18-летних певиц. И они не говорили при этом про тех, которые 30 лет в профессии. То есть вот здесь вот этот какой-то Я дисбаланс, тебе это смогу он объяснить легко. вызывал вопросы. И то же самое с художниками. Но если говорить про любимых, ну, конечно, Зарема Ханум. Потому что она создала портрет крымско-татарского народа. Она проиллюстрировала такое количество книг, более 300 книг, если не больше. И эти книги, они выходили не только на крымско-татарском языке. Она несла нашу культуру посредством вот этих изображений в другие народы. И они думали о нас, что мы все такие же красивые, как на картинах у Заремы Ханум, что у нас у всех такие огромные глаза, такие густые волосы, что у нас такие женственные дамы, да, и такие мужественные джентльмены. И за то, что она на протяжении 60 лет, это на 16 лет в этой профессии. Вы представляете, в 2024 году Зареме Ханум будет 85 лет. С 16 лет она в профессии, и она до сих пор работает, она до сих пор создает. Это не только образ любимого художника, это образ художника, каким должен быть художник. Не размусоливать. Я художник, я не буду писать 3 года, будет ли мой почерк, не будет ли мой почерк. Пахать надо, господа. Пахать надо с утра и до ночи. Вот как это делает Али Мусеинов, которому не нужны никакие ни награды, ни звания. Что он говорит? Для меня пример – это Пабло Пикассо, у которого не было звания заслуженный художник Автономной Республики Крым. И как-то он жил. Потому что у него совершенно другие задачи. И человек, который в здравом уме, наблюдая эту историю, конечно, он их выделяет на общем фоне. На фоне тех художников, которые не больше о картинах, а больше о продажах, о званиях, о каких-то достижениях. Ну, продажи это неплохо. Никогда неплохо, но это не должно ставиться во главе угла. У тебя есть книга, в котором ты собрал интервью. Да? Интервью, скажем так, разговор с человеком, это тоже близкая тема мне. Всегда, когда я разговариваю с человеком, я пытаюсь понять, кто передо мной сидит. Да, что это за человек. Собрав, вот где-то даже там ты упомянул, что ты провел 300 интервью, то есть, ну, сделал, да, то есть это большой опыт. Что ты понял про человека вообще? Что человек очень сложное создание. Что сегодня он может сказать так, а завтра он может сказать, я этого не говорил. Что человек, который отвечает за свои слова и за свои поступки, большая редкость. Что человек, который знает, чего он хочет, это 1 на 100. Что иногда, не зная ответа, ты вроде бы его произносишь, а потом читаешь, очень многие отмечали это вместе со мной, удивляешься тому, что вот ты наконец-таки сформировал. Иногда человеку нужно говорить, чтобы понять про себя что-то, про время свое, про людей, которые его окружают. И еще я понял, что деятелям культуры и искусства, деятелей, которым есть что сказать, гораздо меньше, чем те, которые говорят. Очень значимая для меня черта, когда тебе нечего сказать, ты молчишь. Этим талантом обладают единицы.
с нами был. Шучу. Короткий ответ, да или нет. Черный квадрат — это искусство? Да. Сау, Шукет, что пришел? Я думаю, что это будет анонс. Больше нам с тобой говорить не о чем. А дальше у нас 1,5 часа тишины, где мы просто смотрим, там, На черный сверлим, квадрат? да, в какую-то точку смотрим. Ну, ты знаешь, вот этот формат разговора, он сам по себе подразумевает диалог. И я в любом случае уверен в этом, что когда ты еще раз приедешь в Крым, мы можем еще раз встретиться и поговорить. Давай, Потому что посмотрите. тем, которые я подготовил, очень много. Я вот сейчас тебе открою, там больше 30 пунктов, которые я хотел бы с тобой обсудить. Но я также понимаю, что есть понятие формат, есть понятие времени, люди тоже там, как ты говоришь про задницу. Я люблю говорить алюминиевая задница, когда ты должен много сидеть. В общем, в любом случае, САУ за то, что ты нашел время приехать. Мы все постараемся побывать на твоем мероприятии, на твоих двоих мероприятиях. Поэтому увидимся еще. Смотрите, Sounds. Все. Тушите свет.